Всем ассаламу алейкум, меня зовут Мухамеджан, я президент и сооснователь лиги Nomad Fighting Championship. Сегодня у нас экспериментальный выпуск в виде подкаста, чтобы обсудить предстоящий бой между Канатом и Газизом. Джиги, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, Мухамеджан. У этих ребят есть неразрешенный конфликт для нашей аудитории. Кому-то ясна причина конфликта, кому-то нет. Я бы хотел затронуть именно причину возникновения, самое начало, поэтому... Вопрос к тебе, Канат, в первую очередь, потому что я знаю, что изначально конфликт начался с тебя. Был ролик, где устраивали face-to-face Азамат Бахытов и Еркебулан Тохтар. То есть там ты прокомментировал, сказал, что дальше они жили долго и счастливо, верно? Долго и счастливо, да, комментировал, да. Просто момент был такой, просто, когда я был такой в хорошем настроении, да. Инстаграмда просто вышел такой момент, я даже не видел, что там пост был там в Найза Файтер, который. Я увидел, я Азамата знаю, но второго человека тогда я не знал. Сейчас я уже знаком с ним, да. Вот. А тогда я не знал его, и мне как-то странно, да, все было, там сзади горы, там все красиво, там никого нету, рядом нету, там айрат ничким жоқ, я подумал, может после этого они жили долго и счастливо, деген сияқты, да, момент такой был. Я думаю, красиво зашло, я думаю, это прикол был чисто, да. Я такого не было вообще, просто я забыл после этого, честно. Потом уже там один писал там, там, Азамат көріп қоймасын, көтіңді айрат там. Я говорю, екіншісі, Азамат, қараш сен, голубой дайны здесь, анау, какой-то был развод, тайм, Азамат деген какой-то, да. Я не знаю, кто пишет, может, сам пишет или не знаю, или кто-то близкий, да, его человек. И после этого начался, да, вот это вот. Я тебя заставлю, рожает в клетке, ты что там, анау, дайте мне его. Он отмечал Харабалаева, Найзу, всех отмечал, дайте мне его, я заставлю рожать в клетке. Там, много чего такого, да, он нелестный такое мне говорил, да, просто в адрес, да, мне. Он мог написать мне в личку, да, ты это серьезно говоришь? Я тогда бы сказал... Ты же в личку не написал же. Нет, подожди, я бы мог бы сказать... Ты комментарий написал на общее обозрение. Ты понимал же то, что там наберет это резонанс. Конкретно, ты боец ММА. Ты сам хвалишься, то, что ты у истоков Азамата знаешь. Ну, ты должен же быть примером, а не так, что на такую аудиторию ты пишешь, жили долго и счастливо, женишь двух пацанов, двух казахов, правильно? Как это? Я сказал, они... Нет, подожди ты. Не то, что там пример, не пример, да емеско. Любой адам жас бала, мен сөзімнен қарап, мне теперь можно жениться, деп кетпейді ғой, любом случае. Я тебе скажу, если уже отреагировали, так, первые комментарии ты видел, какие негативные были. Не только Азамату не понравилось, не только мне не понравилось, людям другим понравилось. Не понравилось другим людям, которые со стороны смотрят, понимаешь? В чем не понравился? В чем не понравилось? Ну в чем конкретно? Ты женишь пацанов, мужиков, а потом ты же в прямом эфире начал говорить за какие-то гомофобские движения, то что борцы, допустим, они нетрадиционной ориентации. Не, было же такое, правильно? Какие? Подожди, Мисан. Не, насчет борьбы. Подожди, я тебя... Правильно, насчет борьбы было такое? Да. Ну вот, видишь. А что ты тогда сейчас переобуваешься? Смотри. На что смотреть? Я тебе объясню. Если, чтобы тебе люди так не говорили о тебе, ты должен так себя не показывать. Как себя не показывать? Вот как вот момент. Просто такой момент был там. Face-to-face, когда делают. Теперь... Нет, смотри, когда face-to-face делают. Потише разговаривай, слышишь? Нет, смотри, я тоже могу голос повысить. Потише разговаривай. Да? Потише разговаривай. Ты потише разговаривай, потом будем разговаривать. Ты за него что потеешь, я не понял. В смысле, что потише? Ты за него что-то сказал. Это мой брат. Брат, да? А что, брат не может за себя отвечать или что? Узни жауап бере алмай ма, брат? Конкретно. Где надо, я сам отвечу за него. Ты по ММА отказался, потому что начал говорить то, что нетрадиционной ориентации. Правильно? Было такое? То, что бороться я не хочу с ним, Было такое? Ты конкретно изначально говоришь, что ты в шуточной форме говоришь? Нет, подожди. Ты меня послушай, я тебя послушал. Вот теперь ты вначале говоришь, что в шуточной форме, горы, все дела, я написал просто как, типа, юмор. А потом начал говорить за какие-то гомофобские темы, реально. То, что из-за этого я не буду с тобой драться по ММА, я не буду с тобой бороться. Было такое? Смотри. Ну ты же переобуваешься.
Как это переобуваюсь, если вообще не айтыватсың? Что он говорит? Как я переобуваюсь? Я не отказываюсь от своих слов. Я никогда не отказываюсь. Ну давай, говори, Мен что айтайын ты в саған. оправдание Не скажешь. смотри, со стороны Азамата такого не говорил, мысалы, бля, мынандай теманы давай не будем обсуждать, да, вот. Он сказал, теперь будем, кто больше сказал, кто меньше сказал, деген. Просто Но это он всё, что не ты смотри, сказал он сказал уже, мне, есть. я рожать заставлю в клетке, там, что такие, вот такие базары, зачем? Зачем? А ты когда говорил, ты думал? Нет, смотри. А что ты хотел в ответ услышать? Нет, подожди, Что ты ну, хотел он в сказал ответ мне, услышать? я ему тоже в ответ сказал. Так, ты же написал Бля, первый. честно, я уже не помню, что там сказал, ну я вот что видишь, ты не написал, по- честно. ты- Мен конкретно айттым сол Я жерде. тебе одно скажу. Ты не помнишь то, что ты говорил? Да А мы просто все мне помним. делать нечего, это Аудитор. вспоминать, мы это уже А, решили. ну тебя- Мы с тебе Азаматом делать уже нечего. этого решили. Но Как я не ты знаю, решил? откуда ты вообще откуда появился? Ты с мне ним скажи? подрался? Ты с ним откуда подрался? Ты появился Ты с ним ты вообще? подрался? Ты откуда с ним Откуда появился? я появился? Да. Я тебе конкретно скажу. Когда он пришел на РУХ, был такой момент, то что пацанов много было наших. Я не знаю, зачем он пришел. Провоцировать, что ли, или что. Потому что он понимал то, что там будет Азамат и, ну как, мы всем составом будем. Правильно? И тут, получается, он приходит. Всем составом. Дейсің. Да, всем составом. А что, тебе не нравится, что ли? Кстати, можно А? я перебью? Смотри, здесь на Бір момент... жолкымен келген жоқсыңдар А? ма әйтеуір? Қалай? На одном лошади не приехали? А какая разница? Я не знаю, Ага. блин. А ты с что толпой. прикалываешься? Нет, щас? подожди, конкретно, А? что ты А хочешь чё ты сказать? прикалываешься, Нет, а? ты что ты хочешь В сказать? смысле, что ты Допустим, хочешь я что-то там был, сказать? пришел, едем дальше. Да. Я этим живу, если что. Я тебя выебу. Давай, давай. Я тебя выебу. Дай слушай, Слышишь? Смотри, не спрыгай. Только не спрыгай, только не спрыгай. Самое Давай, давай, главное. давай, давай. Аспин ұрғанда аспин ұр дейді. Понял, да? И что? Просто Из-за этого Шавхала ты пиздец чай наливал? Не сам айтайын. Э, Не сам слышь, айтайын. конкретно Шавхалом Не ты спрыгнул, заболей. правильно? Не заболей. Здесь вопрос такой, вот когда у них изначально конфликт получился вот между ними и Азаматом Бахытовым, я имею в виду, Казах Тим уже как команда сформировалась или она появилась после вот этого конфликта? Ну, в то время мы, получается, ну как, не прямо афишировались, получается, ну как мы все двигались вместе, тренировались, все дела, и уже с появлением, допустим, ну как поп ММА, дальше больше тогда же не было же поп ММА, намат, там рух, ничего не было, и после как-то само по себе это произошло, там прям определенного плана не было, просто как, это не команда, это более как братья, я тебе как есть скажу. А вот, Более вы, как а вот братья. вы когда уже, получается, встретились на рух, когда ты его, получается, кинул на бросок, как так получилось, что именно конфликт перетек от Азамата Бахытова на тебя? Вот такой момент теперь. Потому что ему Я- хочется внимания. Я сейчас, знаешь, от чистого сердца говорю, реально. Он же много говорит же, за улицу там постреляют. И в прямом эфире тоже он угрожал Азамату. Как я угрожал? За улицу. Постреляют сен өміріңе емес, там туда бір пшак. Ты меня дослушай. И потом какой момент? Он приходит. Они с Азаматом зацепились. Я пришел, да, к тебе? Давай я договорю. Ага. Потом я скажу, давай. Да. Давай. Айтшы, айтшы. Получается, он приходит со своими пацанами. Медра Гоулин Майл. Слушай, Ты, может быть, давай, давай. проявишь уважение, да? Все, уважаю. Да. Он, походу, сейчас боится то, что я скажу, да? Скажи, давай, все, Что слушай тогда? тебя. Все, слушай, давай. Просто Давай, слушай. Да. Вот видишь, Ага, давай. какой момент. Они с Азаматом пересекаются. Ну, он с пацанами был, все дела, и получается... Какими пацанами? Кто рядом с тобой был? Пацаны же были. Тренер этот, Аямба? Тренер, потом еще бойцы, которые там Какие дрались. бойцы были? Братишки там Ну ладно, были ты все. один был. Ладно, скажем, что он один был. Все, Ты Кана же вообще один приехал пришел. туда поддержать, да, получается? Там, Пусть он расскажет, потом я это... Пришел, получается, с Азаматом они зацепились. Там пацаны были с нашей команды. Вот реально скажу, ну, мне зачем врать? Всевышний видит, там один пацан нож достал. Реально. Я в этот момент взял его сзади, вырвал его от Азамата и от толпы этой. И затащил его в комнату, где охрана, входная дверь. Я То есть его нож, туда... Нож вытащил кто-то из вашей команды? Да. Ну как? Не кто-то из нашей команды. Ну, я не буду сейчас говорить там все дела. Просто реально его бы там, ну, честно. Убили бы, короче, да. Пострадал бы он конкретно. Конкретно. Может, и не умер бы. Но
на тот момент, честно, я подумал о нем, вот, реально скажу. Я его выдернул, я затащил в комнату. Знаешь, почему я бросил? Потому что ты начал истерить. Потому что ты начал истерить. Уже, когда наших пацанов не было, когда охранники были, да слушай меня, когда охранники были, он начинает истерить, я его сзади держу. Я его вырвал оттуда, занес туда, как есть. И в этот момент, получается, он начинает, меня бьют. Мен токетерін айтшы конкретно. Подожди, да Ты слушай. спас меня, короче, ты мой спасатель, да, короче? Спасатель Малибу. Тут какой короче. момент? Послушай, слышишь? Давай, айтшы. В этот момент он начинает истерить, говорит, меня толпой гасят, орет. И в этот момент реально мне это не понравилось. Честно скажу, я бы мог во дворе его воткнуть, и там бы его затоптали. Но почему-то я завел его именно в комнату, где охрана, и он там начал истерить. И потом я его бросил, и еще один момент мне не понравился. Ты начал орать, Актаусские, где здесь Актаусские? Зачем ты говоришь Актаусские? Ты хочешь типа лбами столкнуть, что ли? Я не могу Это понять. раз, первый вопрос. Зачем дальше, ты говоришь дальше. Актаусские? Айта беришь мне, дальше айтайын. После мы выходим на улицу, разговариваем. Он отходит с Азаматом, общается. Потом подходит в наш круг. Его никто не пиздит там, как он говорил, там толпой меня, там якудзы, там напали все. Никто его не пиздил толпой. Он подошел сюда, получается, где я стою, и на меня начал катить. На меня начал катить. Я ему говорю, давай отойдем. Ну, ты же его бросил, потому что до этого. Ладно, все, давай отойдем, я ему говорю. Мы отходим. Никого не было там, реально. Мы отходим, я с ним разговариваю. Почему он так делает, почему он пишет, допустим. Реально, қазақ бауырына осындай жаман сөздер неге айтады. Вот из-за этого. Вот такой момент. Потом он говорит, так-то, типа, давай по кулачке подеремся. Я ему говорю, в смысле, а зачем мне по кулачке драться? Я что, Я кулачник? борец и проход ноги, да, короче? Момент. И получается, я ему говорю, давай по ММА. И он, типа, ты кто такой? По ММА ты мне вообще, типа, не интересен. Ты кто такой, короче, мне говорит. И в этот момент я сделал проход. Да, базара нет, я это признаю. Потому что, я разозлился. В смысле, ты кто такой? А ты что, суперзвезда, что ли? Мирового масштаба? Ты конкретно говоришь за мужское, хочешь решить по кулачке. Когда я говорю, давай как мужчины по ММА подеремся, с борьбой совсем. Ты говоришь, ты кто такой? Все, реально. Болды. Давай, мен айтайын, да? Давай. Все, болды, бауырым. Мы теперь меня слушай. Болды, короче, ты меня қададың, потом мен деген, короче, аняқта деген. А потом ты преподнес, как будто тебя там пиздец 100 человек отпиздили. Ты как Тамаев, короче. Меня там пиздец 200 человек отпиздили. Ты бы не смог уехать, ты же понимаешь, если такой настрой был бы. Ты же понимаешь? Жігіттер, бір зат айтайын, да? Енді Ақтаудың баласы, братишка залдағы бала, енді мен Алматыда Из-за этого он заорал Актаусские. Я приехал, давай ты меня дослушай енді. Вот смотри, мен айттым, чем мне тут бояться? Я пойду подержать всем угловойында. Поехал туда, я видел, что я знал, что Азамат там будет, да, но я не знал, что толпой так будет, да, беспредел. Я думал, Азамат один на один. Беспредел? И Какой давай беспредел решим. будет? Туристик де, бірақ мен далада туриспеймін, далада я не ММАщик Какой сейчас в данный беспредел момент. был, скажи Ну и мне. нахуй, маған керек емес ол. Просто конкретно сөйлесеміз, что хотел, что как, да, мысалы. Знаешь, когда человек словарный запас кончается у него, он начинает руками лезть, да, вот это все. Вот это все. Кто руками лез на тебя? Это говорит о том, что Вот у ответь, человека кто руками лез интеллекта на нету. тебя? Это айтолан чешмен? Тебя кто-то ударил? Просто скажи. Да, это Ты же раз. говоришь что за ты говоришь беспредел. сейчас? Смотри, это раз. Базара нет, там момент болды, маған жақындап келеді, там окружать етеді, там арттарымнан я говорю, что Азамат, что там, что амандасамыз, что там, что ты сказал, короче. Азамат вроде маған күліп тұр да, общаться етіп былай. Я не знаю, ты конкретно внимание искал, да, вот момент болды сондай, и ты взял, ты говоришь, пышақпен келді маған, мынау, бауырым, просто мен саған бір зат айтайын, человек пышақпен келеді, базара нет. Если там я выживу с этой ситуации, то я өзімдікін по-любому аламын мен же. Егер я не выживу, то мен Алланың алдында аламын ғой. Түсіндің ғой, да? Короче, супергерой. Послушайте, ребят, вы показываете сейчас хороший пример, что какой-то конфликт, который у вас зародился на улице, вы решили по итогу решить его в октагоне. Давайте не будем реально пропагандировать какие-то уличные разбирательства, показывать молодежи, что так нужно, что можно решать, там, ножи, стрелять и так далее.
покажем, на что вы способны, решите ваш конфликт, получается, в клетке, в октагоне. Конечно, конечно. Газис, я хотел у тебя вот спросить, получается. Я знаю, что ты не ударник, что ты, возможно, даже не тренировал, да, ударную технику ранее, что ты базовый борец, но сейчас ты согласился драться с ним по кулачке. Насколько сильно ты готов и как ты оцениваешь свои шансы в этом бою против него? Я думаю, каждый человек может, помахать кулаками. А там, как он махает кулаками, это уже посмотрим, правильно? Я готовлюсь, да, у меня тяжелые спарринги с ударниками. И я рискую, и все это понимают. Но, несмотря на этот риск, я выхожу, как есть. Но Я добился, но он я спасатель. думаю, после этого боя он выйдет по ММА, Он герой. не спрыгнет. Тем Что более, скажешь, Кана? И реванш по ММА после кулачки. Брат, тағы саған айтайын бар ғой. Смело, понятно, да? Смело. Понятно или понял, қалай айтады? Түсіндің ғой, да? Түсіндің ба? смело болса смело. Все, киттік қой, киттік. Сколько у тебя боев по ММА? У меня, короче, где-то 6, не помню, 12-13, что ли, где-то бои. Достаточно много, я Ну, помню. там я в NFC выступал, Найза Файтер выступал, короче, там много чего где выступал. Дрался, короче, и были победы и проигрыши, короче, вот моменты такие были. Кстати, ребят, хотел у вас спросить, сколько сейчас весишь? 82 килограмма. А ты, Кана? 70, скажи. 75 где-то. 75. Ну, салмақ қумайын деп тұр ғой. Да, я не буду гонять. В натуре Потому имаш. что я дерусь по кулачке. Ну ты готов, да? Я? С кем? С Имею в ним? виду, без лимита весовой категории с ним подраться. Кеттік қой, кеттік. Чем мне тут бояться него? Кеттік қой. Ты можешь меня уронить, ты можешь меня сломать челюсть, да? Но, бауырым, если я встану после этого, үшінші раундқа дейін мен саған көрсетемін ғой кулачка. Кстати, зрители Nomad Fighting, обращаюсь к вам. Если что, это разовая акция. У нас есть регламент, есть весовые категории. То есть здесь нету лимита, потому что нужно разрешить этот конфликт. По поводу подготовки, Газис, ты когда начал ее? Ну, как мы с тобой поговорили, в принципе, где-то 1,5 недели как. 1,5 недели. Как себя чувствуешь в плане формы? Хороший? В плане формы, да, в принципе, хорошо. Yeah. Я и так в форму входил. Почему я насчет веса не хотел гонять вес? Потому что я 1,5 месяца болел. Сильно болел, вот реально. Я похудел очень сильно и не тренировался. И начал тренировочный процесс, уже влился в колею и начал набирать свой нормальный вес, получается. Рэмбосың ғой сен, И не чтобы с боя не слететь, видишь, иммунка может упасть, и я обратно могу заболеть. Вот реально. Не хочу я гонять из-за того, что я могу слететь реально. Братан, Иммунка были присядет, момент и всё. такой, да. Молодец, по-моему, красавчик. Уважаю за то, что ты стараешься жесть, не слететь. Были моменты, когда я вес гонял, вот Бенюде, вот Райымбек Орынбай деген боец бар. Бізде, когда летом готовился, біз андай ғой тренировку барасың, теңізге түсесің, я так заболел. И вес гонял, 66-ға, я помню, еще 5 килограмм гонял. И заболел, прикинь, такой. И давай кеттік там, после первого раунда андай ғой, прям умер. И так, прям выдохся жесть. Заболеть и драться это очень сложно. А жақта, видишь, человек пришел, Бенюге келіп, чтобы драться. А я же не могу же слететь просто так, да? Тем более человек маған дайындалды, да, против меня готовился, он приехал, он время потратил. Надо выступить, хоть и заболел. Заболел — это твои проблемы, понимаешь, да? Смотрите, для наших зрителей, я думаю, мы еще оставим много тем для обсуждения на пресс-конференции. Сейчас я бы хотел у вас более такие заключительные вопросы спросить. Вот вы собираетесь подраться по кулачке, потом по ММА. Вот вы, представим в теории, подрались, 2 боя провели, пожмете руки? Приведет Нет, ли такое этот бой к тому, что вы разрешите После боя между собой уже. конфликт? Вы Я это подумал. уже увидите после боев. И все. Битва чуть-чуть, я подумаю. Типа, ладно. Каждый свое возьмет с этого конфликта, и все. Осадка на душе не будет, и все. А там уже посмотрим. Если, реально, раз мы на спортивное русло это перевели,
То давайте решим. Спортивный решим, да? Спортивное решим. Бауырым, мен саған бір зат айтайын, да? Я не тот Мынандай человек. беспределдарыңды сен Какой қоясың. беспредел? Какой Вот эти мына беспредел? баклаж кидать, натуре, реально. Или если я буду, мен беспредел жасайтын болсам, ты натуре, мен саған айтайын. Ты баклажку говоришь беспредел? Ты унижен будешь. Эй, Реально говорю, мен как беспредел істейтін болсам бар ғой, ты униженный болып қаласың. Попробуй. Конкретно Попробуй. Попробуй. Давай, жду. Попробуй. Что, ты униженный хочешь быть? Давай, попробуй. Унизь меня. Бей Попробуй. меня, лишь, да? Ты за свои слова не отвечаешь. Солай ма? Ты сам спрыгнул сейчас. Всё, Ты всё. не говори Нет, то, что мисс- не можешь сказать. Солай ма? Вот и все. Ожидай ғой онда. Ага. Ожидай. Ага. Я предлагаю продолжить все на пресс-конференции, обсудим, а сейчас наш подкаст остановим на такой незаконченной ноте. Поэтому, если вы не против, давайте face-to-face устроим Не, face-to-face давай лучше потом. на А пресс-конференции. что ты не пресс-конференции. хочешь face-to-face? Потом Я что буду, нет? я буду в середине между вами Да, и да. постараюсь, чтобы Сделай никаких face-to-face. рукоприкладств не было. Не, Давайте. не, Почему ты не не, хочешь? я не хочу с Почему тобой. ты не хочешь? Я с тобой не хочу. Почему ты не хочешь? Потому что я не хочу возиться сейчас. Почему ты не хочешь? Потому что я с тобой возиться не хочу. В смысле? Конференцияда жасаймыз, там будешь бороться. Жай и так далее, сөйлеші, сөйлесешь. жай Хорошо? сөйлеші. Что ты говоришь? Чё там, мен? Чё ты